Можно я брать буду, да? Вот я просто вспоминаю, да, вот эти годы боевые. Вот я смотрю, вот первое впечатление самое, вот сидят два мужчины, красавцы, наши батыры. Просто вспоминаю, что все поломатые, правда, но они боролись на Сабантуе, они занимали как минимум призовые места и, по-моему, и побеждали. Я могу немножко ошибиться, но вот Талгат Эфенди, по-моему, один год сорвал главный пуш, главного бала. Да. Кстати, вот я хочу сказать, что мы предложили, мы купили. Кто-то поймал, в общем, поймал, Талгат, азербайджанские татары помогали, да. И вот у меня вот такие вот впечатления, еще раз повторю, что вот батыры, это первое у меня воспоминание. Второе, что у меня осталось вот эти дни татарской, всемирные дни татарской молодежи, они, во-первых, были действительно всемирные, я помню, там были и литовские, и польские, и там из Латвии татары были, даже из Эстонии какие-то рыжеватые такие, финские татары, с Азербайджана. И вот, как ни странно, вот действительно земля определяет внешность. Вот откуда приехали, вот из Эстонии, с Латвии, они вот какие-то, не такие, как мы, они какие-то вот прибалтийские татары, да, вот, серьезно, конопушки какие-то и так далее. С Азербайджаном какие-то чернявые полутурки какие-то, крымские, да, были. Так вот, они были на самом деле всемирные. Второе, что вот у меня осталось, что они были очень полезные. По крайней мере, я так воспринимал, что вот чувство национальной гордости вот рождается не просто так, а должны быть условия. Вот в те годы и вот в том лагере вот это чувство рождалось. То есть, вот извините, мы живем в Самаре, вроде бы свобода, да, ну, а там, на родной земле, среди своих, среди вот в мире татарского языка, я там и сейчас по-татарски не знаю, тогда вообще не знаю. Но вот в мире татарского языка, понимаете, и мы были свои среди татар, понимаете? И вот я был чуть постарше, а вот молодые люди, для молодых людей было очень важно, что они не второго сорта люди, вот ну, мы не второго люди, там, может быть, кто-то там считает, но, то есть нас там большинство, и вообще там, это вот наше все там было, понимаете? Это было все наше. И для молодых людей это было очень принципиально, мне кажется, существенно, независимо от того, знали язык, не знали. Кстати, там рождалось и желание узнавать язык. То есть вот, слушай, оказывается, татары вот какие-то. И, кстати, там собирались лучшие представители молодежи, ну, в основном. Опять же, поехали и наша самарская делегация, вот я прям жирными буквами сказал, что осталось впечатление, что наши самарские татары, молодежь, вот наша делегация была всегда самой лучшей, самые красивые девчонки, самые отличные ребята у нас были. Концертная программа была, как всегда, великолепная. Несмотря на писали, вспоминаю, что мы были очень организованные. Не просто не хуже, мы активные, были многочисленные. Извините, мы были самые лучшие. Я понимаю, да. Нет, мы были достаточно организованные. Помню, что мы особенно те... Вечер службы безопасности тоже возглавили наши самарские ребята. Совершенно верно. Вот опять я смотрю на ребят. Вот Талгат Эфенди возглавил, что нашу свою дружину, так сказать, чтобы наших девчонок никто не обижал, там молодые были тоже, чтобы никто не обижал. И вот задали тон и создали свою службу безопасности, или дружину, как угодно называйте. И, в общем-то, эффект был Талгат Эфенди. Да, я помню, Талгат спрашивал, кто там? Не его спросил, всех ребят собрал, говорю, ну опять, не потому что я там чемпион, а потому что был просто постарше. Спрашиваю, кто имеет боевые навыки, кто умеет драться? Первым высказался Талгат, вот как всегда скромно вот такой, ну я могу. И вот так и было. Теперь, что еще? Вот самое главное впечатление для меня, вот, наверное, это до конца дней моих будет, это вот, я не помню какой год, наверное, это не принципиально. Прошел Сабантуй, наш победил, поймали и привезли барана, разделали всех, наши самарские, я подчеркиваю, угостили всех, ну, кто там был понемножку, но всем досталось. И вот вечер, крутой берег Волги, вечер такой, ну, уже стемнело,
Луна, Волга рядом. И огромная масса молодежи, я не знаю, там 100-200 человек. И поют, вот молодые ребята, девчонки поют. Ну там, я так понимаю, что были и пару профессионалов, наверное, потому что... Но главное, что это вот такое вот какое-то единение было. И вот над вот этой вот волжскими волнами, да, вот татарские народные песни. Ну, чудесные, это все очень трудно описать. И вот чувство сопричастности, присутствие там, ну, это вот никогда не забудется. И я думаю, такое чувство было не только у меня, там, наверное, и у многих ребят было. Поэтому я считаю, что это было ну, просто здорово. Ну, помимо того, что мы были молодые и красивые, да, там, это само собой. Но тем не менее, если говорить о воспитательной пользе, это была огромная польза. Писали, вспоминаю, что мы были очень организованные. Не просто не хуже, мы активные, были многочисленные. Извините, мы были самые лучшие. Я понимаю, да. Нет, мы были достаточно организованные. Помню, что мы особенно те... Вечер службы безопасности тоже возглавили наши самарские ребята. Совершенно верно. Вот опять я смотрю на ребят. Вот Тальгат Эфенди возглавил, что нашу свою дружину, так сказать, чтобы наших девчонок никто не обижал. Там молодые были тоже, чтобы никто не обижал. И вот задали тон и создали свою службу безопасности, дружину, как угодно называйте. И, в общем-то, эффект был Тальгат Эфенди. Да, я помню, Тальгат спрашивал, кто там? Не его спросил, всех ребят собрал, говорю, ну опять не потому, что я там чемпион, а потому что был просто постарше. Спрашиваю, кто имеет боевые навыки, кто умеет драться. Первым высказался Тальгат, вот как всегда скромно вот такой. Ну я могу. И вот так и было. Теперь, что еще? Вот самое главное впечатление для меня, вот, наверное, это до конца дней моих будет, это вот, я не помню какой год, наверное, это не принципиально. Прошел Сабантуй, наш победил, поймали и привезли барана, разделали всех, наши самарские, я подчеркиваю, угостили всех, ну, кто там был понемножку, но всем досталось. И вот вечер, крутой берег Волги, вечер такой, ну, уже стемнело, Луна, Волга рядом, и огромная масса молодежи, я не знаю, там 100-200 человек. И поют, вот молодые ребята, девчонки поют. Ну там, я так понимаю, что были и пару профессионалов, наверное, потому что... Но главное, что это вот такое вот какое-то единение было. И вот над вот этой вот волжскими волнами, да, вот татарские народные песни. Ну, чудесные, это все очень трудно описать. И вот чувство сопричастности, присутствие там, ну, это вот никогда не забудется. И я думаю, такое чувство было не только у меня, там, наверное, и у многих ребят было. Поэтому я считаю, что это было ну, просто здорово. Ну, помимо того, что мы были молодые и красивые, да, там, это само собой. Но тем не менее, если говорить о воспитательной пользе, это была огромная польза. Ну, я так воспринимаю, я уж не знаю. Все, я закончил. Это была пока правда, брать буду чуть попозже. Прекрасное мгновение было, вот когда мы садились в поезд и ехали, допустим, из Самары в Казань. Это была вот вечер и полночи песен, разных игр. На каждой остановке выходили на перроны, танцевали, плясали. Люди воспринимали это, кстати, народ. Там, ну, такие, как Талгат Ренат, бегали с флагами, кричали там «Татарстан вперед» и так далее. И когда возвращались, тоже было примерно то же самое. Но это вот были, ну прекрасные поездки. Особенно, когда возвращались, вообще не спали, разговаривали, делились. Анализировали. Строили уже планы. Я вот до сих пор помню, как это возвращались, действительно. Да, возвращались, я помню. Ну, а это турки. Да, конечно, когда возвращались, было столько эмоций, но я после борьбы, я помню, хромал, и у меня вот тут вот это, все вот это, от пояса, все, там прям все красное было, я не повернулся, ничего.
Ну так было здорово. Так было, что это вот, и это, такой душевный такой подъем был. Нога болит, тут все болит. После борьбы прям это.